В МВД по Чувашской республике подвели итоги работы за полгода. За этот период министерство достигло довольно высоких показателей, но полицейские на этом не останавливаются. Что сделано и что предстоит еще сделать, смотрите далее. Если сравнить с 2016 годом, то уровень преступности в Чувашии сократился. Преступлений стало меньше на 20%, а эффективность работы полицейских улучшилась. Раскрываемость преступлений в текущем году выросла на 11% и составила 73,5%. Достигнуто 100% раскрываемость убийств, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилований и разбоев. Раскрываемость грабежей превышает 96%. Это лучший показатель в Приволжском федеральном округе. Лидирует регион и в рейтинге по раскрытию преступлений в течение 24 часов. По этому показателю Чувашия на 4-м месте в России. Положительные результаты и в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. За полгода зарегистрировано 611 таких преступлений, изъято более 9 килограмм наркотических средств, возбуждено 3 уголовных дела в отношении преступных сообществ, в составе которых состояли иностранные граждане. Положительным моментом является раскрытие мошеннических действий и хищений, совершенных через интернет, банковские карты и мобильный телефон. Таких преступлений в республике зарегистрировано 677. В общей сложности жители Чувашии лишились 45 миллионов рублей. Действенной мерой оказались лишь выезды оперативных служб в регионы, где происходили снятие денежных средств. 73 таких преступления раскрыто благодаря 30 служебных командировок в другие субъекты Российской Федерации. Так, в феврале текущего года в результате служебной командировки в Самарскую область сотрудники управления уголовного розыска задержали мужчину, который рассылал сообщения на абонентские номера жителей Чувашии с информацией о блокировке их банковских карт. Полицейские установили его причастность к 11 подобным фактам. В результате проделанной работы доля раскрываемости мошенничеств увеличилась с 4,5% почти до 17%. Вместе с тем Сергей Неяскин обозначил имеющиеся проблемы, которые необходимо решать во взаимодействии с другими заинтересованными органами власти. В частности, под особым контролем борьба с разливайками и реализацией контрафактного алкоголя. За полугодие из незаконного оборота полицейские изъяли свыше 35 тысяч литров алкогольной продукции. К административной ответственности за нарушение правил продажи спиртных напитков привлечено около 500 продавцов и собственников торговых точек. Этот показатель в 2,5 раза превышает прошлогодний уровень. Состояние пьяной преступности в республике оставляет желать лучшего. 80% бытовых преступлений совершаются нетрезвыми гражданами. Среди прочего, это различные кражи, мелкое хулиганство и разбои. Одной из главных причин такой обстановки в республике – это обилие круглосуточных питейных заведений, баров и закусочных. Их в МВД взяли на особый контроль и вышли с инициативой в Кабинет министров Чувашской республики об ограничении продажи спиртного в ночное время. Новые правила торговли горячительным вступят в силу уже с 1 сентября текущего года. Вопросы безопасности на дорогах тоже не обошли стороной. В первом полугодии наметилось снижение смертности от ДТП. Глава МВД Сергей Неяскин отметил положительные результаты в работе по обеспечению общественного порядка. Участники коллегии не обошли стороной и проблемные вопросы в работе ведомства, а также обсудили варианты их решения. С докладом об этом выступил прокурор Чувашской республики Василий Пословский. Он отметил положительные результаты деятельности сотрудников полиции и внес свои предложения по совершенствованию межведомственного взаимодействия, отметил ряд направлений, на которых следует сосредоточить совместные усилия. Изучим эту практику, как и многие другие здесь мысли, которые высказывал Сергей Дмитриевич. Желаю всем покрепче здоровья, дальнейших успехов в очень важной для спокойной жизни людей правоохранительной деятельности. Завершилась первая часть заседания награждением лучших сотрудников МВД по Чувашской республике.